Позвольте предоставить слово председателю правительства Российской Федерации господину Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Добрый день, коллеги, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, также хотел бы выразить свою признательность, поблагодарить президента страны Гурбангулы Меликулича Бердымухамедова, всех туркменских коллег за приглашение выступить на первом Каспийском экономическом форуме, за ту теплоту и радушие, с которыми нас встретили на туркменской земле. Мы не случайно собрались сегодня в туристической зоне Аваза, именно сегодня, когда отмечается Международный день Каспия, чтобы обсудить все, что волнует все прикаспийские государства и волнует наших соседей по региону. Этих проблем достаточно, мои коллеги здесь об этом только что говорили. Это и новые возможности для инвестиций в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, туристической, агропромышленной сферах, энергетические и транспортные проекты и, конечно, экологические проблемы. У нашего форума особая задача – дополнить многоуровневую систему сотрудничества в рамках Каспийской пятерки эффективным и современным механизмом делового и торгово-экономического взаимодействия. Подкрепить важные политические решения конкретными взаимовыгодными проектами, в том числе проектами с участием третьих стран. Именно поэтому здесь присутствуют гости, руководители правительств, представляющих другие государства. Ведь Каспийский регион должен быть максимально открыт для экономического сотрудничества. Сбалансированная и международно признанная правовая база для развития такого сотрудничества уже сформирована. Об этом только что говорилось с этой трибуны. Ровно год назад, 12 августа 2018 года, подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Это фундаментальный документ. Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время. Подписание Конвенции без преувеличения событие историческое. К нему долго шли, много работали, я вспоминаю, как эта работа проходила. И это наш общий успех. Подтверждение того, что мы можем находить взаимовыгодные решения. Делать это спокойно, без навязанных со стороны рецептов, уважая интересы друг друга, а главное, в равной мере разделяя как права на использование природных богатств Каспия, так и общую ответственность за его судьбу. Мы сегодня обсуждаем экономические, экологические темы, но их невозможно отделить от тех угроз, с которыми так или иначе сталкиваются все страны. Терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, неконтролируемая миграция – это далеко не полный список. В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности, поэтому мы должны осознавать, какая ответственность лежит на всех прикаспийских государствах. Каспийский регион всегда был точкой пересечения геополитических и экономических интересов многих ведущих государств, политических и деловых кругов, различных этносов и конфессий, а в последнее время стал одним из узловых регионов глобальной политики. Почему? Понятно почему. Прежде всего из-за своих природных ресурсов. Вместе со странами Персидского залива он образует так называемый энергетический эллипс, в котором сосредоточено около 70% мировых запасов нефти и 40% природного газа. Для прикаспийских стран это, конечно, геостратегическое преимущество и одно из важнейших направлений сотрудничества. Но современная экономика, о чем здесь тоже уже говорили, это не только добыча нефти и газа. Цифровые технологии, чистая энергетика, рациональное природопользование, свободное перемещение товаров и услуг – вот что сегодня делает страну сильной и конкурентоспособной. И нам, прикаспийским государствам, нельзя оставаться в стороне от этих тенденций. И не только и не столько сырьевая составляющая должны определять экономический профиль наших государств. Оптимальная транспортная инфраструктура, высокотехнологичные и безопасные производства, стимулирующие меры для инвесторов.
уникальные туристические продукты. Именно таким должен быть Каспийский регион в 21 веке. Именно на этих направлениях нам нужно сосредоточиться в ближайшие годы. Сразу могу сказать, что Россия к такой работе готова. Немного подробнее по каждому направлению. Первое касается транспортной инфраструктуры. Каспийский регион действительно является перекрестком мировых коммуникаций. С давних пор через эти земли проходили важнейшие торговые пути, которые соединяют север и юг, восток и запад. Надежные и выгодные трансконтинентальные маршруты и сейчас имеют исключительное значение для международной торговли, для формирования крупных региональных рынков. За последние несколько лет немало сделано для развития транспортно-логистического потенциала региона. Начинают поэтапно работать участки международных транспортных коридоров, развиваются портовые мощности. Идет работа над проектом пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере морского транспорта. Его цель – создать унифицированные и конкурентоспособные условия транзита по Каспийскому морю. Мы, конечно, в России уделяем этой теме особое внимание. У нас реализуется стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне на период до 2030 года. Речь идет о том, чтобы серьезно модернизировать портовую инфраструктуру, а именно пункты пропуска, железные и автодороги, паромы, логистические комплексы, а там, где нужно, построить новые. Наши партнеры по Каспийской пятерке также занимаются развитием своих портов, о чем коллеги тоже здесь говорили. В результате, во-первых, растут объемы взаимной торговли. Что касается нашей страны, то наш товарооборот с прикаспийскими государствами за прошлый год вырос на 3,5%. Это неплохо, что рост есть, хотя, очевидно, этот рост может быть и больше. Уже здесь, на форуме в Туркменбаши, министры экономики наших стран договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества в Каспийском регионе. Поставлена амбициозная цель этот товарооборот увеличить, по сути, кратно. За последние 1,5 года в несколько раз увеличились поставки мясной и зерновой продукции с Северного Кавказа в Иран. Так что все эти тенденции в настоящий момент налицо. Во-вторых, развитие портовой инфраструктуры, так же как и совместные проекты, могут заметно укрепить наши позиции в глобальной экономике. Транзитные перевозки сегодня – это большие деньги, за которые идет жесткая конкуренция. Чтобы привлечь на транскаспийские маршруты максимальный объем транзитных грузов, нужно сообща вписывать национальные портовые мощности в евразийские транспортно-логистические цепочки, более плотно координировать тарифную политику, развивать интегрированные логистические центры, быстрее подтягиваться к международным стандартам пассажирских и грузовых перевозок. Одно из таких перспективных направлений – это международный коридор север-юг. По оценкам экспертов, при его использовании на полную мощность, включая железнодорожное, паромное, автомобильное, авиасообщение, товары из Европы через Каспий на Ближний и Средний Восток и дальше в Южную Азию, и, соответственно, обратно, будут доставляться в 2,5 раза быстрее, чем сейчас. На состоявшихся в рамках форума конференции министров транспорта рассматривались предложения, и наше российское предложение о применении инновационных и информационно-навигационных технологий для расширения транспортных потоков. Это позволит без значительных инвестиций в саму твердую инфраструктуру, то есть, собственно, в прокладку дорог, увеличить объемы грузоперевозок в масштабах региона. Второе направление работы – это развитие несырьевых секторов, которые должны стать новыми точками роста в Каспийском регионе. То, что такие возможности у наших стран есть, хорошо видно на выставке инновационных технологий прикаспийских государств. Российские компании, как и участники из других стран, привезли свои интересные и перспективные разработки. Это и беспилотники, и современные строительные материалы, электротехническое оборудование, испытательное и бурильное оборудование, многое другое. Так что я считаю, что вот этим мы тоже обязательно должны обмениваться. Для того, чтобы эти технологии и опытные образцы стали частью повседневной жизни, нам, правительством прикаспийских государств, нужно активнее работать с инвесторами. У нас есть успешный опыт создания особых экономических зон с использованием льгот.
У бизнеса есть возможность их оптимальной комбинации. Многие компании уже используют эти преимущества. Вот у нас есть особая экономическая зона в Астрахани, она называется «Лотос», которая налаживает связи с партнерами из прикаспийских государств. Уважаемые коллеги, говоря о торговле и инвестициях, конечно, нельзя забывать, что Каспийское море – это в первую очередь уникальный водоем с хрупкой экосистемой, о чем также говорили мои коллеги, выступая от этой трибуны. От состояния этой экосистемы зависит качество жизни миллионов граждан. Это третье важное направление нашего взаимодействия. Я абсолютно убежден, все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов всех прикаспийских стран. Теперь такую экспертизу будет проводить проще. В прошлом году был подписан пятисторонний протокол об оценке взаимодействия на окружающую среду в трансграничном контексте, где регламентированы оценки соответствия планируемой деятельности экологическим требованиям. Со своей стороны хочу проинформировать, что Россия предпринимает активные шаги по сохранению биологических ресурсов Каспия. Вот в Дагестане начал работу комплекс по выращиванию осетровых пород рыб. Так что в этом смысле все мы должны сделать, чтобы то, что мы оставим будущим поколениям, представляло собой именно живой Каспий. И, конечно, здесь, на побережье Каспийского моря, я не могу не сказать, как и мои коллеги говорили об этом, о туризме, который становится одной из важнейших отраслей глобальной экономики. Прекрасная природа, богатейшая история, культура – все это позволяет Каспийскому региону занять достойное место среди самых популярных туристических направлений. Особенно, если речь идет об экологическом, этнографическом, экстремальном туризме. По экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее 1 миллиона туристов ежегодно, то есть значительно больше, чем сейчас. Но для этого нужно еще многое сделать, построить недостающую инфраструктуру, создать конкурентоспособные туристические продукты, включая круизные маршруты по морю с посещением портовых городов. Вот недавно у нас астраханские судостроители спустили на воду и сейчас дооборудуют круизное судно нового поколения «Петр Великий», которое выйдет в свое первое плавание в следующем году. На нем можно будет пройти по круговому маршруту с заходом в порты всех 5 прикаспийских стран, ну или совершить круиз по Каспийскому, Черному и Азовскому морям. В прибрежных зонах создается целый ряд новых курортов, зон отдыха, лечения, которые становятся центрами туристических кластеров. Многое в этом направлении делается здесь, в Туркменистане, в вашей туристической зоне Аваза. Я был здесь 10 лет назад и хочу поздравить туркменских друзей с прекрасными успехами в развитии туристического кластера в Туркменистане. Это действительно впечатляет. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, еще древние говорили, что горы защищают, а моря соединяют. Это особенно верно для нашего Каспийского моря. Оно действительно объединяет Европу и Азию, 5 прикаспийских государств, их партнеров, и, конечно, объединяет людей, которые живут на его берегах. Еще раз хочу поблагодарить наших туркменских друзей за гостеприимство, поздравить с праздником Курбан-Байрам и пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий, 2-й Каспийский экономический форум. Спасибо за внимание. Сак Балун. Благодарим вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, за ваше интересное и содержательное выступление. Прозвучавшие в нем идеи во многом будут способствовать дальнейшему развитию отношений между прикаспийскими государствами и реализации крупных экономических и социальных программ на Каспии. Спасибо.